Добрый вечер. На ТНВ новости, в студии Альбина Асылгараева. И сегодня в выпуске. Забыли о правилах ради эффектных снимков. Это некорректно. Фотосъемку в храме. Как тема будуара не сошлась с локацией храма. О скандальной фотосессии Альбина Минибаева. Провоз багажа в самолете станет платным. Вот если все будет по-правильному, по-честному, разъяснено человеку, мне кажется, что это справедливо. Поддерживают ли новый закон татарстанцы, выясняла Александра Севастьянова. Глобальная реставрация дома Баумана и дворянского собрания. Мы планируем разместить в этих зданиях жилье. Мы планируем разместить коммерческие помещения. Какое будущее ждет исторический квартал Казани, узнал Салават Мухаммадуллин. С миру по нитке. Помогают нам собирать деньги. Вот 10 копеек, копейка, 5 копеек. Как и на что хотят достроить храм всех религий в Казани, выяснял Рамиль Шайдуллин. Родина встречает своих героев. Экипажи команды КамАЗ-мастера вернулись в набережные Челны с полным комплектом наград ралли «Шелковый путь». Гонка проходила уже в 7-й раз, и в 7-й же раз клетчатый флаг первыми видят татарстанские грузовики. В этом году трансконтинентальный марафон прошел по территории России, Казахстана и Китая. Все подробности встречи триумфаторов смотрите чуть позже в нашей рубрике «Спорт». Еще одна громкая новость из мира спорта, только на этот раз неприятная. Данис Зарипов дисквалифицирован на 2 года из-за допинга. Форвард сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ, когда выступал за Магнитогорский «Металлург». Как сообщает пресс-служба Акбарса, руководству хоккейного клуба было известно о возможных санкциях в отношении Зарипова, и подписанный контракт между клубом и хоккеистом так и не вступил в законную силу, так как до настоящего времени он проходил медосмотр. Сам Данис Зарипов заявляет, что никогда в жизни не употреблял допинг. Акбарс и «Металлург» помогут игроку оспорить решение в спортивно-арбитражном суде в швейцарской Лозанне. В неглиже в православном храме и на фоне фресок челнинский свадебный журнал прославил свою модель в скандальной фотосессии в полуобнаженном виде. Творческий коллектив раздел девушку в храме Ильи Пророка Елабужского района. Верующие возмутились, вмешались исследователи. Детали скандала у Альбины Минибаевой. В длинной юбке или же в переднике ниже колен. И вот, конечно же, в платке, который бы прикрывал голову. Это самые элементарные правила дресс-кода для того, чтобы войти в храм. Дальше этого порога не впускать ни в брюках, ни в коротких юбках, коротких майках, ни парней, ни девушек. И, конечно же, в чем-то более откровенном уж тем более. Забыли о правилах ради фотосессии. Челнинский свадебный журнал сделал снимки в храме Ильи Пророка. Эффектно, нескромно, на грани. На фоне православных фресок модель в неглиже. Главред издания, который активно демонстрирует себя и свои фотографии в странице социальных сетей, почему-то постеснялась дать видеокомментарий. Выбор данного места для съемок здания рассматривалось как заброшенное здание. Организаторы знали, что местом съемки является храм. Это подтвердил и главный редактор журнала. Состояние священного места сейчас не самое благополучное, но минимум раз в год здесь идут службы. Батюшка приезжает с Бехтерева, крестный ход еще приезжали. Местный диакон и активисты рассказали, что изначально были выложены и более откровенные снимки. Мало того, что они туда просто проникли, даже изначально не понимая, храм это или не храм, просто совершить фотосессию в таком виде, месте. Это неприемлемо, это некорректная фотосъемка в храме. Отлично, отлично. Задумку челнинского журнала не поддержал и их казанский коллега, фотограф Илья Громов. Сделано без идей и, главное, на грани дозволенного. Если бы включить мозг, то они могли бы понять. Тем более мы живем в такой консервативной республике. У нас достаточно сложно такие вообще фотосессии проводить. Скандальной фотосессии творческого коллектива сейчас заинтересовалось и Следственное управление по республике. В действиях организаторов фотосессии могут быть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 148 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение прав на свободу совести и вероисповедания. На данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств проведения фотосессии. Только после этого следователи примут процессуальное решение. Пока же журнал принес свои извинения верующим. Однако примут ли они их? Большой вопрос. Альбина Минибаева, Ирина Сушилова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Елабужский район, Казань.
Эта скандальная фотосессия сразу напомнила историю с клипом певицы Резиды Ганиуллиной. Девушка танцевала с живота на фоне белой мечети в Болгаре. Это возмутило представителей исламского духовенства и республики, и общественность. Клип даже вызвал невольные ассоциации с панк-молебном Pussy Riot, из-за которого участницам пришлось отсидеть реальный срок. Впрочем, мнения тогда разделились. Следственный комитет тогда тоже начал доследственную проверку, но не стал заводить уголовное дело. Девушка извинилась за видео и удалила клип. Дама сдавала багаж, диван, чемодан, саквояж. И за все это ей пришлось доплатить. Совет Федерации одобрил отмену бесплатного провоза багажа в самолете. В течение дня решения менялись. Сначала законопроект притормозили, затем все же решили одобрить. Но даже после этого спикер Совета Валентина Матвиенко назвала новый норматив о ручной клади глупостью. Поддерживает ли татарстанцы инициативу? Александра Севастьянова. Привычное для пассажиров правило сейчас изменится. Раньше бесплатный провоз багажа в зависимости от авиакомпании мог достигать 30 килограммов на одно место. Следуя новому закону, даже 5 без доплаты не провезешь. Отрицательно, как мы отнесемся. Лучше бы, конечно, все побольше бы бесплатно. Да там все равно ведут маленький сбор. Особо по карману не ударить. Если есть деньги отдыхать, найдутся деньги за багаж заплатить. Очень плохая идея, если честно. Ну да, то, что перегруз и так уже включено, это что за перегруз мы будем платить еще и то, что багаж не включен, тогда пускай стоимость билетов падает. Мнения расходятся, но большинство закон не поддерживают. Влад Гордеев и Евгения Мустафина отшучиваются. Летать из-за нового правила меньше не станут. Просто теперь путешествовать придется налегке. Справедливым считают, чтобы авиакомпании снизили стоимость самих билетов. Неоднозначно восприняли законопроект и в Совете Федерации. Сначала притормозили, затем поддержали. Без доплаты можно будет провести только ручную кладь. Когда ты покупаешь за 2 900 и еще приходишь с баулами, с 3, естественно, наверное, логично, что с тебя могут что-то дополнительное попросить. Но это касается только самого этого недорогого сегмента, и это должно быть проговорено человеку при покупке билета. Вот это самое главное правило. Правило распространится только на невозвратные билеты. Они обычно самые дешевые. Проект пролоббировали авиакомпании. Это их идея, говорит депутат. Ранее в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовали не принимать этот закон. Нововведение может привести к подорожанию билетов. Один из вариантов, что не было злоупотребления со стороны авиаперевозчиков, чтобы были единые критерии созданы, что такое багаж, что такое ручная кладь. Отразится ли нововведение на пассажирах, пока остается вопросом. Единственная гарантия – это то, что теперь перевозчик должен будет заранее информировать об условиях провоза багажа и ручной клади. Еще на стадии покупки билета. Новый закон вступит в силу через 60 дней после официального опубликования. Александра Севастьянова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. И сегодня же депутат Госдумы Александр Сидякин высказался по поводу договора о разграничении полномочий между Россией и республикой. Договор депутат поддерживает. По его мнению, соглашение укрепляет федеративный характер отношений. Если этого договора не будет, то от этого хорошо никого не будет. А если он будет, от этого будет хорошо 4 миллионам людей, которые живут в нашей республике. И ничего плохого в исключительности Татарстана, в чем нас пытаются обвинять, я не вижу. А что такого? Субъекты все разные. Назад в будущее на реставрацию исторического квартала Казани отвели 3 года. Напомним, проект работ в границах улиц Рахматуллина, Кавинаджми, Профсоюзной и Мусы Джалиля в начале июля был представлен Рустаму Минниханову. Восстановление дома Баумана и здания Дворянского собрания были одобрены президентом. Как будут выглядеть особняки и какие ограничения ждут владельцев, узнал Салават Мухаммадуллин. В этом году мы планируем начать реконструкцию, реставрацию фундамента. Дом, где когда-то жили Бауман и Тинчурин, гостиница Дворянского собрания, поместье дворян и купцов дождались реставрации. Исторический квартал – центр Казани XVIII века. Сегодня здесь одни развалины, заросшие деревьями. От былого величия остались только приставка, объекты федерального и республиканского значения. На восстановление понадобится минимум 3-4 года. Еще один объект реставрации – это трехэтажный дом XVIII века на пересечении улиц Кавинаджми и Профсоюзная. Сейчас здесь сплошная зелень, а само здание в полуразрушенном состоянии. После окончания работ будущий внешний вид коммерческих помещений будет походить на большинство построек по улице Баумана. Историю не изменишь.
Изменить будет сложно и планировку, а потому в зданиях будут офисные помещения, 2 квартиры и, возможно, посольство одной из стран. Все эти объекты, они раньше были жилыми, по большей части. То есть человек жил наверху, внизу у него были там винные погреба, либо какие-то там склады, либо конюшни. Но в основном они были приспособлены для жилья. После передачи зданий собственникам хозяева должны будут сохранять их исторический облик, иначе постройки вернут государству. Яркий пример такого исхода событий – это история вокруг дома на Проломной. Владельцы уже который год не приступают к реставрации, а потому сейчас начался процесс по изъятию дома купца Щечинкина. Каждый собственник, он несет бремя содержания памятников и несет ответственность перед обществом за их сохранение. Выполнять работу должны будут только подрядчики с лицензией. В апреле этого года на нарушение этого пункта правил попалась компания «Восток-С». При реставрации дома Крестовниковых на площадке трудились шабашники. Из-за таких эксцессов и юридических проволочек часто реставрации затягиваются на несколько лет. Очень долго строят это все. Отреставрируют одно здание и будут его там целый месяц по телевизору рекламировать, это здание, потому что вот отреставрировали. А еще там 100, 200, 300 зданий не отреставрировано. Хотя положительных примеров добросовестных строителей все же больше. Отреставрированный дом Кекина, отель Шаляпин и практически весь центр столицы. Так здания 18 и 19 веков обретают новую жизнь в третьем тысячелетии. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Вот и храм всех религий ждет рестайлинг, если владельцы найдут деньги. Родственники создателя храма Ильдара Ханова готовят эскизный проект. К мечетям, церквям и синагогам добавятся и новые святилища. Пока все на уровне планов. После апрельского пожара не восстановлена даже крыша. Почему помощи по-прежнему катастрофически мало? Рамиль Шайдуллин. Он фигурный. Восстановить его требуется очень больших материальных затрат. Все, что в огне, сгорело дотла, пока живо только на картинах. Сестра создателя храма Флюра Галеева сетует, как бы не хотелось создать комплекс, где, как у себя дома, окажется человек любой веры. Веры в расширение все меньше. Храму просто не хватает денег. Наши пенсии все туда идут. Все. И вот то, что туристы нам это чуть-чуть, уж я прошу, дайте мне 50 рублей хотя бы. После пожара наплывом туристов и не пахнет, а больше запаха гари. Альбина Хусаинова из Уфы в храме впервые восхищена самой идеей комплекса. Мои знакомые сюда приезжали, обязательно посоветовали сюда приехать. Своими глазами увидела, что очень уникальное строение. Не только сохранить храм, но и развить. Идею жизни создателя продолжает брат Ильгиз Ханов. Уже готовый проект и эскизы, где видно, как должна преобразиться территория комплекса. Если внимательно осмотреть территорию, можно заметить 16 символов различных религий и верований. Это кресты, полумесяцы, знамя мира. К символам должны добавиться и культовые постройки. Так, в ряду храмов свое место займет и буддистская пагода. Проект составлен Ильгизом, пусть он на верхах эти все вопросы решает. А для меня самое главное сейчас восстановить наш дом, чтобы какие-то минимальные условия были для проживания. Нет условий, встает и стройка. Тянуть проект не вмоготу, но владельцы храма верят в скорые перемены. Помочь взялся близкий друг Хановых. Его имя пока не называется. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. 14 татарстанских выпускников готовятся к пересдаче ЕГЭ этой осенью. 2 ученика мы удалили за пользование мобильным телефоном и 1 ученик за использование справочными материалами. О результатах единого госэкзамена Адель Кламиц. В каких зданиях дадут образование? Ей уже 81 год. На каком этапе капитальный ремонт школ и детских садов Татарстана? Узнавал Рамиль Шайдуллин. Одни обманывают, другие обманываются. Сегодня в общественной приемной партии «Единая Россия» казанцы обратились за помощью в Роспотребнадзор. Здесь прошла выездная встреча с населением. На что же жалуются и что важно помнить, чтобы обращение было результативным? Об этом далее. В поисках правды из Пестрецов приехал Вадут Ширинский. Ему продали бракованный газовый котел. Куда обращаться он не знал и первым делом пришел в Роспотребнадзор. В магазин, в котором покупал котел, не ходил, сразу пришел сюда. Пусть помогают, но оказывается, надо писать заявление. Такие правила. С 1 января 2017 года в закон внесены изменения о том, что потребитель должен в первую очередь сам попытаться решить вопрос с продавцом, с исполнителем услуг. И только если ему откажут в удовлетворении его претензий, он обратиться должен в контрольно-надзорный орган. Они пишут, что все хорошо. С кипой бумаг и кучей претензий Фания Гайнудинова
Ева – активист своего дома. Жителей не устраивает многое и уже много лет. Крыша течет, в квартирах плесень, в подвале сырость, и это еще не все. Но, как выяснилось, вопросами ЖКХ Роспотребнадзор не занимается. Окна даже закрыты, запах уже идет. А этот мужчина не хочет, чтобы его лицо показывали. Боится проблем с соседями. Как раз с ними и проблема. Соседи держат свиней, от навоза запах на всю округу. Решать вопрос ему посоветовали через суд, ведь он также не в компетенции ведомства. В компетенцию Роспотребнадзора входят вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, у нас много обращений поступает по качеству воды питьевой, которые из кранов поступают жителям, по качеству атмосферного воздуха на территории жилой застройки, по качеству пищевых продуктов, по оказанию услуг в системе общественного питания. Роспотребнадзор проводит прием населения в своем управлении каждый вторник. Нужно записаться заранее. Альбина Слугараева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. 14 выпускников Татарстана остались без аттестата и готовятся к осенней пересдаче. Еще хуже ситуация с девятиклассниками. Здесь двоечников более 1000. Итоги ЕГЭ озвучили сегодня в кабинете министров. Какие предметы подпортили статистику? Аделя Коломеец. Я не скажу, что у нас проблемы нет. Есть у нас проблема. Это о результатах по русскому языку лучше, чем в большинстве регионов, но хуже, чем в прошлом году. Снизился средний балл по Татарстану. Хоть и незначительно, но обидно, признается министр. Выделяются дополнительные бюджетные средства, дополнительное изучение русского языка. Это благодаря президенту нашей республики Рустаму Нургалевичу Минниханову. Много делается в этом направлении, но и мы и дальше будем работать. И хотя по сравнению с другими регионами, с русским в Татарстане дела лучше, но еще работать и работать. Если в прошлом году на 100 баллов русские сдали 88 выпускников, то в этом таких ребят всего 51. Количество 100-бальников снизилось и в целом по республике на 12 человек. По двум и более предметам 100 баллов набрали 4 выпускника. Самыми популярными предметами среди выборочных, как и каждый год, стали обществознание, физика, химия. Много тех, кто написал их на 80 и более баллов. Достойно сдали литературу и информатику. Хорошо в этом году сдали испанский, французский. Здесь доля высокобальников тоже выросла, чего не скажешь о немецком языке. Недоволен министр образования и результатами по географии. Это, я считаю, наша недоработка. Мы на это будем уделять внимание в новом учебном году. Уделить внимание придется и 14 выпускникам. Они остались без аттестата, не сдали математику. На пересдачу в сентябре, а вот еще 3 только через год. Всему виной нарушение правил. 2 ученика мы удалили за пользование мобильным телефоном и 1 ученик за использование справочными материалами. Аттестат не получили и 1155 выпускников 9 классов. Пересдача в сентябре, а там и начало нового учебного года. Школьникам стоит набраться терпения и учиться, ведь только знания помогут сдать ЕГЭ, получить аттестат и попрощаться со школой. Аделя Коломеец, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сколько стоит школу построить? Скоро в республике откроются 4 новых учебных заведения, что вместе с капремонтом школ и детских садов забирает 2,5 миллиарда из бюджета республики. По всем фронтам строительства и восстановительные работы завершены больше, чем наполовину. Рамиль Шайдуллин увидел, как школьные коридоры выглядят сегодня. Стены почти ровные, но работы не закончены. С этим заходом строителям стелить еще и крышу. Медленно, но верно преображать 28-ю гимназию приступили еще с начала весны, прежде чем она начала ветшать. Ей уже 81 год. Ремонтировалась она последний раз в 2011 году, но были проведены работы только по замене оконных рам. А спустя 6 лет ремонт вновь пришел, но проводится по более детальной схеме. Во-первых, здесь новая система отопления. Во-вторых, стоят уже новые двери, потому что к 1 сентября школа должна и выглядеть, и работать почти как новая. С сентября Татарстан встретит обновленный парк образовательных учреждений. По данным Минобра, в республике вступает в строй 4 новые школы, а порядка 30 ремонтируются. На 39 объектах работы завершены в полном объеме. Общий процент выполнения работ на всех объектах по состоянию на сегодняшний день составляет более 80%. На доделке чуть больше месяца. Строители стараются уложиться в сроки по всей республике. Кроме 11-леток, к сентябрю должны обновиться больше 100 детских садов и 7 коррекционных школ. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Первые в стране. Сегодня в Казанском авиационном институте презентовали проекты уникального интерактивного авиамузея, не имеющего аналогов в России, да и во всем мире. Пока определяют лучший проект, но уже в августе следующего года музей должен открыться. Проекты увидела Фейруза Мазитова.
Этот самолет-испытатель в свое время совершил порядка 300 полетов по маршруту Москва-Алма-Ата. В апреле этого года его перевезли из авиастроительного района в Новосавиновске с одной целью, чтобы создать в нем музей. Автор идеи – ректор Казанского авиационного института Альберт Гельмудинов. Как сам говорит, самолет, раньше служивший лабораторией для студентов, достоин большего. Музея внутри сверхзвукового самолета нет ни одного. Это будет единственный в мире музей, который будет расположен внутри сверхзвукового самолета. Открыть музей планируют 31 декабря следующего года, к полувековому юбилею первого полета Ту-144. А пока жюри предстоит выбрать самый лучший проект. Один из них принадлежит производственному объединению «Зорница». Он, кстати, не новичок в музейном деле. Каждый год будут появляться новые экспонаты, будут появляться новые квесты. Помимо всего прочего, музей будет вовлекать в игру. Полученные знания в первой части музея необходимо будет использовать в следующей части музея, чтобы самолет посадить. Также на нем будет возможность взлететь. Это уже проект творческого объединения «Самрух». Дизайнерская команда, программистов команды, программы инженеров, да, и это выпускники КАИ, многие из них, и дизайнеры прекрасные. Поэтому я думаю, что мы, по крайней мере, имеем хорошие шансы. По проекту в самолете предполагается создавать интерактивные площадки. Здесь можно будет услышать звук реактивного двигателя, ощутить эффект полетов и создать взрыв своими руками. Возможно, все. Цена вопроса до 100 миллионов рублей. Эту сумму администрация вуза планирует получить с помощью фондов и грантов. Первый взнос в размере 5 миллионов рублей сегодня внес благотворительный фонд имени Потанина. Фариза Мазитова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Впервые в Казанском Кремле 11-й раз в Казани пройдет международный фестиваль джаза. Сменив название «Джаза в усадьбе Сандецкого», музыкальный форум изменится. Вместо 8 концертов 5 музыкальных вечеров, а цены на билеты ниже прошлогодних. Зрители ждут сюрпризы, один из них – само открытие фестиваля. 27 июля любители живой музыки ждут встречи с популярным гвинейским коллективом. Смесь регги, электрофанка и электророка. А вернется ли фестиваль на прежнее место, пока неизвестно. Баси Соко – оригинальный коллектив, такой, знаете, даже аутентичный в плане африканской перекрестной ритмики. Совершенно завораживающее действие, я вам скажу, музыкальное шоу. Они едут с этническими инструментами, для меня это было очень важно. В большое плавание сегодня в Нижнекамском районе отправили мальков, карпов и карасей. В рамках года водоохранных зон в селе Сухарево прошла акция «Чистый берег». Зачем и кому понадобились водолазные костюмы, увидела наша съемочная группа. Одни с граблями и пакетами для мусора, другие с лопатами и семенами. Так основательно жители села Сухарево подготовились к уборке озера. Берег очищали целыми семьями. Это семена просто газонную траву не сеют, поэтому перемешивают с песком. Пока сеяли семена, самая активная жительница села надела водолазный костюм и отправилась в воду очищать дно. Не зря Татьяну в шутку называют водолазом. Нет, не тяжело, потому что вода как бы из-за воды легко. А в воде не холодно стоять вот так? Когда озеро и берег очистили, можно приступать к главной миссии. Своей рыбы в озере мало, поэтому организаторы акции отправили туда 50 мальков, карпов и карасей. Так что с рыбалкой сельчанам пока придется повременить. Мальки должны подрасти. Александр Севастьянов, Аделя Коломис, Светлана Шумкова, Ринат Харасов, ТНВ, Нижнекамский район. Бугульминский пловец, студент Поволжской академии спорта Александр Красных выиграл бронзовую медаль в финальном заплыве на дистанции 200 метров водным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Все новости спорта буквально через несколько минут, а у меня на этом все. Увидимся в 21:30. Прекрасна наша Родина. Где еще найти такие просторы, леса, реки? Мы должны сохранить эту красоту для потомков. 2017 год экологии в России. Казань-Оргсинтез. В гармонии с природой. Весь июль Мебельград возвращает деньги за покупку до 100% от чека. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол. Любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч, поздний завтрак, 0+. Уважаемые абитуриенты, Российский исламский институт объявляет набор по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика.
Только до конца июля. «Лада Гранта» с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Вот таким должен быть городской парк. А вот такой должна быть газета городских новостей. Газета «Город». Вот такой должна быть газета городских новостей. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август. Пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары, махсус кунаклар, уен көлке. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Баштана 18 сәгатьтә. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. Родина встречает своих героев. Экипажи команды «КамАЗ-Мастер» вернулись в Набережные Челны с полным комплектом наград. 7-е по счету ралли «Шелковый путь» прошло по территории России, Казахстана и Китая. Стартовавшее 7 июля на Красной площади в Москве грандиозное спортивное путешествие из 14 этапов завершилось 22 июля в китайском городе Сиань. Самолет с победителями в аэропорту Бегишева приземлился поздно ночью. Напомним, экипажи команды «КамАЗ-Мастер» во главе с пилотом Дмитрием Сотниковым одержали победу в ралли-рейде «Шелковый путь» в зачете грузовиков. 2-е и 3-е места также завоевали экипажи КамАЗ-Мастера. Серебро у Антона Шибалова, бронза у Айрата Мардеева. У представителей КамАЗа сейчас будет немного времени для отдыха, а дальше привычная подготовка к покорению новых вершин. На очереди знаменитый Дакар и Африка Эко-рейс. Я думаю, все, кто смотрел репортажи, все видели, что происходило на трассе, и гонка никому не далась легко, и от начала до конца была борьба. Борьба была захватывающей и до последней, наверное, до последнего километра, последних сил. И пока еще даже не восстановились, вот приехали, слава богу, будем восстанавливаться. Всем спасибо, кто приехал. Очень теплый прием, как всегда. В Астане прошел 15-й чемпионат мира по борьбе на поясах. В общей сложности в турнире приняли участие более 200 спортсменов из 22 стран мира. В составе сборной России Татарстан представили 7 спортсменов, в том числе и 2 девушки. Практически все из наших борцов завоевали первые места в своих весовых категориях. В самом легком весе чемпионами стали Габдыжилил Сулейманов по борьбе вольным стилем, а Ильнар Закиров стал лучшим среди классиков. В весовой категории до 100 килограммов равных не было тюлечинскому батыру Раилю Нургалееву. Среди тяжеловесов на высшую ступень пьедестала поднялся Фархат Файзуллин. Что касается девушек, представительница набережных Челнов Замира Ахмедова выиграла золотую медаль, а Екатерина Бусова из Заинска стала обладательницей серебра. В общекомандном турнире сборная России завоевала 1-е место. И в завершении к новостям тенниса татарстанские спортсмены обыграли первую сейную пару домашнего международного турнира. В первом раунде чемпионата «Казан Кремлин Кап 2017» дуэт теннисистов сборной Татарстана Александра Бабарыкина и Тимура Киямова обыграли лидеров – россиян Александра Павлюченкова и Маркоса Коловилонюса. Матч, который продлился 1 час и 19 минут, завершился на тайбрейке. Отметим, что первый турнир летней серии «Казан Кремлин Кап», который проходит на открытых кортах Казанской академии тенниса, продлится до субботы 29 июля. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ до конца июля и получите бонус «Комод» в подарок. Доставка и установка бесплатные. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность. Ночью будет до 13 градусов тепла. Днем местами пройдет дождь. Температура воздуха составит плюс 21 градус. На северо-востоке местами возможны дожди. Ночью плюс 14, днем же до плюс 23 градусов. На севере Татарстана переменная облачность, ожидаются дожди. Ночью плюс 12, днем до плюс 22 градусов.
На северо-западе пасмурно и дождливо, плюс 13 градусов ночью, плюс 22 днем. На юго-западе республики преимущественно без осадков, ночью до 13 градусов тепла, днем до плюс 24. В центральном районе республики переменная облачность и преимущественно без осадков, ночью плюс 13, днем плюс 23. В последующие сутки температура повысится, осадки будут маловероятны. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. Предстоящей ночью в Казани будет ясно и до 14 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, дождь и до плюс 24. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.